30 июня в рамках столетнего юбилея республиканской газеты «Якутия» в медиацентре «Сахамедиа» прошла презентация книги «Память Победы», которая получила свое название в честь одноименной рубрики в газете. В 2014 году редакция газеты «Якутия» приняла решение к 70-летию со дня победы в Великой Отечественной войне начать публикацию на страницах газеты, а также в информационном портале «ЕСЯ» истории якутян об их родственниках, воевавших во время Великой Отечественной войны. Думали первоначально к маю 2015 года закончить эту работу, но в мае поток писем не прекращался, то есть отклик пошел очень живой со всех районов республики полностью, и поэтому решили все-таки продолжить до конца 2015 года. Ну а к концу 2015 года поняли, что очень много набралось материалов, очень ценных, и хотелось, чтобы они получили как-то вторую жизнь. И поэтому приняли решение, что нужно выпускать книгу. Газетный формат он достаточно ограничен, то есть что-то приходилось подрезать, и в определенных случаях присланные истории, они в книге изложены более полно. Я сразу же отправила на сайт воспоминания о моем отце Скрябине Василии Васильевиче. Дело в том, что мой отец, он сам написал воспоминания, которые я отправила в газету. И получилось так, что через много лет то, что он хотел рассказать, наконец-то увидели все. И мы прочитали в газете, и фотографии подобрали и отправили. Вообще, мой отец очень скромный человек, поэтому мы очень рады, что появилась такая книга, очень благодарны, конечно, всем, кто занимался, всем этим, кто начал это дело. Я думаю, оно продолжится, потому что мой отец является одним из 5 братьев, которые ушли на фронт, и вернулись только из них 2. В книгу «Память Победы» вошли больше сотен историй. Среди них есть история Александра Иринсеева, родом из Бурятии, но уже более 30 лет работающего и живущего в Якутии. Он рассказал о своем родном дяде Федоре Иринсееве, погибшем во время сражения под Москвой. Долгое время никто из родных не мог найти информацию о Федоре Иринсееве, и только 3 года назад Александр Сократович сумел отыскать достоверные данные. Они и вошли в историю, опубликованную в книге «Память Победы». Уже прошло более 70 лет, и вдруг, 3 года назад в интернете появилось сообщение, что Иринсеев Федор Михайлович похоронен в городе Вязьма. Александр Иринсеев нашел данные о воине из Якутии Алексее Захарове. Благодаря опубликованной в газете «Якутия» истории нашлись родственники Алексея Захарова. Я думаю, что выполнил и не только свой долг, нашел дядю, да? И нашел еще и якутянина нашел, и нашлись его родственники. Во время презентации прозвучало несколько предложений о возможности продолжения книги, чтобы охватить всех якутян, воевавших во время Великой Отечественной войны. Думаю, это касается каждого вообще якутянина, каждого россиянина, поэтому я думаю, это должно обязательно иметь продолжение, потому что еще есть люди, которые еще не прислали свои материалы, у которых есть еще воспоминания. Мысли есть, конечно, такие, может быть, немножко с другого ракурса. Вот и Афанасий Иванович не сказал, может, о детях войны сделать следующую книгу, о тружениках тыла. Тут просто нужно нам сейчас подумать, и, видимо, к концу года мы уже пойдем на новый цикл. Как отметил первый заместитель генерального директора Сахамедиа Афанасий Ноев, книга создана не только для памяти ныне живущих, но и для будущих поколений. И рассказывать уже, когда они станут сами папами, мамами, и будут говорить, что вот дедушка наш воевал и ковал победу в Великой Отечественной войны. Это определенная такая новая сторона памяти о войне. Это уже не официальные какие-то исторические исследования или мемуары. Это уровень семейных преданий, семейной памяти, именно народной, которая живет независимо своей жизнью, так скажем. И вот это уже то, что увековечено именно в быту, именно семейном, на уровне рода, фамилии. И это действительно очень важно, что это происходит. Книгу «Память Победы», опубликованную и изданную газетой «Якутия» тиражом 500 экземпляров, можно приобрести в Доме печати по Орджоникидзе, 31. Надежда Ефимова, Джулстан Трофимов, ЕСЯ.